Кто задержался, не пишите, расслабьтесь, отложите ручки, получите удовольствие, наслаждайтесь. Погода замечательная. Как говорят, я была в Нидерландах, и экскурсовод говорит, дочь закончила школу в 26 лет. Я думаю, боже мой. Она, говорит, дублировала обучение. Думаю, вот дебилка. Ну, это у меня такое свое. Оказывается, у них можно дублировать обучение, чтобы поступить выше. Но она говорит, солнце встало, земля кружится, и слава Богу. Вот и мы с вами. Садитесь, где есть место. А вы, вот тут стульчик есть. Садитесь. Поэтому каждый раз, когда я веду курсы в ИРО, я всегда говорю, что давайте расслабимся. И от обучения, я и своим школьникам так говорю, что от обучения нужно получать наслаждение в первую очередь. Потому что это день нашей жизни, это время, которое я у вас, получается, ворую, поэтому должно быть с пользой и в удовольствии. У нас не конференция, поэтому я уже второй год, в прошлом году тоже была, можно свободно передвигаться, я не обижусь, ради Бога, можете встать, пойти, потом вернуться. Вот как хотите. Поскольку тема наша не мастер-класс, а мастер-класс это громко сказано, за 45 минут нельзя ничему научиться, можно только взять удочку. И я вам расскажу, где эту информацию можно получить. Моя цель – донести до вас информацию, где поучиться тому, что я хочу вам показать. Ну, для начала, чтобы нам было немножко весело, интересно, мы 5 минут каких-нибудь уделим на визуализацию, на знакомство. Я раздаю вам бумажки, Facebook на них написано. Все в соцсетях, кто нету, сейчас побудем. Возьмите листик. Так, все. Смотрите, тут такой листик. Имя. Ну, имя у вас тут написано, я понимаю. Пишите имя, откуда вы, город какой-то там, деревня, да? Потом написано, многие знают, что я то-то, то-то. Но мало кто знает, что я то-то, то-то. Коротко, одну-две информации. А вот в этом квадратике, вместо вашей фотографии, знаете, что вы разместите? Тот предмет у вас дома, который вы бы не отдали за такие деньги. Предмет. Предмет. Ну, вас-то я вижу, зачем вы ваши фото? Там внизу еще висят. Вы рисовать что-нибудь одушевленное дома? Предмет. Ну ладно, какая рисует? У вас 2 минуты. 2. Кто готов? Вывешиваем. Выходим, вывешиваем и быстро говорим. И так мы будем знать. Вот по очереди. Давай. Быстренько. Илья Негрыш, не могу, Илья Исмиханович, городской поселок, не могу расстаться со своим компьютером, все, что есть ценное, все там, все начиная от семейного архива, заканчивая всеми моими идеями, работами, проектами. Многие знают, что я пою, но мало кто знает, что я своими руками строю дом. Ой, как здорово. Вот видите, мало знают фотографии, видите. Вот, пожалуйста, следующий. Фигур. Познакомимся. Да, меня зовут Ирина, я из города Пинска. Я опять же не отдам компьютер, вообще никому не отдам, потому что там, да, самое ценное, там все то, что все мои наработки за много-много лет, такой хомяк хороший, да, и там же тут те же и фотографии, и видео семейные, да, архив. Многие знают, что я учитель информатики, но мало кто знает, что я шью, допустим, куклы Тильга. Классно. Здорово. Вот видите, как широко. Следующий, быстренько, спасибо. Добрый день, меня зовут Юлия, я з Бобруйська. Шмат хто з них знайомих, шмат хто з них вучняў, шмат хто з них калегаў ведае, што я люблю падарожнічаць і шмат падарожнічаю, але ёсць у маім жыцці такая сторонка, аб якой мала хто ведае, я валанцёру прытулку для жывёл у нашым горадзе. У нас іх уже 3, і вось адным з іх я валанцёр. Дапамагаем сабакам, мы дапамагаем раздомным сабакам. Так. Ну, ось тут таму для мяне самае тое, што я нікому ніколі не аддам. Рэчы гэта нішто, рэчы мы заўсёды можам набыць, але самае дарагое для мяне гэта мой сабака, якую я нікому не аддам. Дякую. Так, еще кто смелый? Хочет подставить? Давайте. Смелее. Видите, как мы много узнаем? Я компания Светлана, я из Воромовского района. Многие видят, что я наставник, или мало кто ведает, что я могу плести макраме. А не отдам я свои книжки, потому что у меня хорошая, думаю, библиотека на целую стену, якую я избираю вот уже недавно. Кто захочет почитать книжечки на время. Там лента клейка, можно клеить. Человек сказал, не отдаст, так что... На время. Я сказала на время.
Здравствуйте, меня зовут, я написала почему-то не имя, а фамилию. Просто кратко, наверное, короче, чем имя. Локис. Откуда из Борисова. Многие знают, что я учитель, но мало кто знает, что я очень люблю и до сих пор играю в волейбол и в малый теннис. И что бы я никогда в жизни не отдала, это самое дорогое, что у меня есть, мама, дети, муж, я. Это не пример. Привет! Семья. Будем вот таким образом. Будем думать долго. Да. Пожалуйста. Не стесняйтесь, рассказывайте. В общем, меня зовут Саша, я из города Минска. Многие знают, ну, мое окружение, что я программист, но немногие знают, что я учитель математики еще. Вот, и то, что когда-то я играла на гитаре и закончила музыкальную школу. И мой предмет — это настольная лампа, которую сделал мой папа из разбитого плафона. Ну, вот, поэтому это самое дорогое, что у меня есть. Да. Давайте мужчине слово дадим, пожалуйста. Представляйтесь. Меня зовут Павел, я из Пинска. Ну, самый дорогий предмет компьютер. Все ведают, что я наставник, но, напевно, мало хто ведає, що я захопляюся музикою. Ну еще, пожалуйста. Не стесняйтесь, раскрепощайтесь. Общаемся. Меня зовут Замена. Я з Воронського району, поселок Радонь. Усі ведають, що я активна, але мало хто ведає, що я вельми люблю кветки і їх вирощую. А що б я не віддала, це свої фотоздимки. У меня есть 3 фотоальбома, які мені вельми дорогі. Там різні покоління моїх батьків, моє і вже мої дочки. Дякую. Спасибо. Еще? Ну, вы вставали 2 раза. Идите. Меня зовут Татьяна, я из города Барановичи. Все знают, что я учитель английского. Мало кто знает, что я увлекалась эзотерикой и объехала всю Европу. И самое дорогое — это мой ноутбук. Учителя. А мы хотим, Что это все говорит. Пожалуйста. Зовут Татьяна, я представляю город Борисов. Многие знают, что я блогер, и я пишу для портала «Наставница Бай», но немногие знают, что я очень люблю современное искусство. И здесь мои монетки, которые приезжают из разных стран. Никого насильно заставлять не будем. Кто хочет, предлагаю еще представиться. Если нет, будем идти дальше. Двигаемся дальше? Хорошо. Смотрите, сегодня буквально в Фейсбуке посмотрела, читают капитанскую, учительские фишечки, есть такая группа, и читают капитанскую дочку, да, и говорит, урок скучный, ну не веселый, ну никто не хочет эти Гринёвы там смотреть. А она говорит, а давайте создадим Гринёву страничку ВКонтакте. Вот так пошел урок. Смотрите, как хорошо мы познакомились. Если бы нас было немножко меньше, аудитория поменьше, не так много, и было бы больше времени, 1:20, не 45 минут, мы бы все бы познакомились обязательно, мы бы запомнили, видите, то, что мы пишем открыто, что мы учителя, блогеры и все такое, и мы пишем открыто. Вот как здорово представить, что кто-то делает куколки, да, кто-то еще музыкой увлекается. Вот сидит мужчина, и не подозревая, что он, может быть, там рок-н-ролл сыграет здорово, да. Вот визуальная информация. Что же такое визуализация? Наверное, все учителя согласятся, что не только в начальной школе, когда мы информацию воспринимаем визуально, это намного проще, правда? Намного легче. Я буквально пробегусь. Вы, наверное, согласитесь, что в учебниках у нас давным-давно таблицы, рисунки, схемы, которые намного облегчают восприятие, так? Но сейчас, в наш век, мы добавляем что? Ваши любимые компьютеры, ноутбуки, ТСО. Так? Ну, в основном это компьютер-проектор. Все мечтают, чтобы у него в классе был проектор и ноутбук. Да? Вот моя мечта сбылась. Вы очень чего-то хотите. Я очень хотела, чтобы у меня на каждом столе у ученика был компьютер. И нам подарили 20 нетбуков, и мы работаем с интернетом. Что же такое визуализация? Это процесс представления информации, каких-то данных в виде изображения. Так? Для удобства их понимания и восприятия. Все согласны, правда? Легко и просто, слово такое сложное. Что мы берем? Мы берем какие-то учебные знания, учебные задания, так? Подключаем туда визуально-технические средства и способы представления, о которых я оговорюсь позже, и применяем набор психологических приемов каких-то, да? Ну, методы, какие у нас есть, все остальное. Что же из этого получается? Так, это нам не надо. Какие функции выполняет визуализация учебной информации? Сначала что? Смотрим, что читаем, с чем согласны, с чем нет. Вызвать какие-то определенные ассоциации. Согласны? Начинаем снизу.
сконцентрировать внимание на чем-то очень важном, то есть выделить важное, правда? Согласна. Активизировать познавательный... Если я скажу «тигр» и покажу кино про тигра, я скажу, вот в той комнате показывают кино про тигра, а тут я вам буду рассказывать просто про тигра. Куда вы побежите? Туда. Проконтролировать полноту и характер усвоения. То есть вот мы потом будем говорить, что видео можно не просто посмотреть, а его можно дополнить тестами и опросами. Поэтому я от этой презентации, которую должна как бы вам показать, чтобы вы посмотрели, ага, вот что Антона готова, я вам показываю презентацию, так? Посмотрите, все мы с вами ленты времени применяем, а возьмите мой стульчик. Возьмите. У вас не конференция, можно что-то сделать. Ленты времени применяем, правда, особенно историки, правда? Они здорово помогают нам запомнить, когда, вот я до сих пор не знаю, где там Павел I, где Катерина II, неважно. Дальше. Так, дальше смотрим. Интеллект-карты, ну их называют по-разному. Кластеры, ментальные карты, все согласны, что это облегчает. Огромные параграфы. У меня младший сын в 9 классе, я ему все время рисую. Ну, для того, чтобы рисовать, можно еще применять, знаете что? Скрайбинг. Да? Когда мы по ходу, иногда вот учителя умеют так нарисуют, что в конце урока думаешь, что там было. Когда мы рассказываем, рисуем, пишем одновременно. Вот это нечто такое. Только в скрайбинге на помощь приходят сервисы. Поскольку мы... Ну и инфографика. Никто не отменял инфографику. Она у нас была в виде каких-то наглядных пособий. Только я вам сегодня покажу, где эта инфографика делается своими руками, чтобы не платить, например, 20 рублей, а заплатить 2 рубля. Первый рубль за распечатку, второй за ламинацию. Все. И для белорусскомовных школ, которые все время кричат, когда вот, рассказываешь, они говорят, для белорусских школ ничего нема. Вы можете создать это сами, распечатать и сделать красиво. Инфографика. Вот я сегодня говорила, где мы в жизни. Я показывала дорожный знак, показывала рекламный щит. Представьте, что вместо знака было написано: через 15 метров нельзя повернуть направо, пока вы прочитаете, вы можете столкнуться, еще что-то сделать. И карты, правда, планы, какие-то карты, это в нашей жизни понятно, что есть. Итак, и к визуализации нужно подходить, конечно, методически грамотно. Знать, на каком уроке нам нужна ментальная карта, на каком уроке нам нужно видео, где мы можем дополнить плакат, сделать интерактивным и дополнить его тестом, либо презентацией, либо какой-то информацией. Давайте от слов перейдем к делу. Сейчас я вам покажу для начала примеры работ. Примеры работ. Вот, пожалуйста, у меня на ресурсном центре я разместила работы моих учащихся. Учащихся, это, я так сказала, педагоги, которые прошли мой онлайн-курс. Вот посмотрите, вот этот рисунок создан в сервисе, правда? Мы разместили, что хотели, подписали, правда? Теперь посмотрите, какое сделали познавательное видео. Я пока просто примеры работ показываю. Сказка о частях слова. И в определенный момент, когда ученик слушал сказку, у него нечаянно появился тест. А он ее не слушал, он возвращается обратно. И чтобы ответить на эти вопросы, он еще раз прослушивает и уж наверняка назовет правильные части слова, да? Найди название части слова. Согласны, что такое видео не будет бесполезным просмотром, правда? Можно добавлять еще не только... Так. Сейчас мы это закроем. Вот. Отменяем. Так. И можно добавить вот еще какой-то тест. А можно сделать интерактивный лист. Мы сейчас очень много говорим о смешанном обучении, правда? Многие любят переворачивать уроки. Многие любят задавать домашние задания. Вот видео, а вот к этому видео каждой секунде, видите, секунды, вот здесь минутки, наверное, секунды это будут. К каждому моменту продуманы, это просто в другом сервисе, продуманы вопросы, чтобы видео не просто смотрелось, а чтобы можно было ответить на какие-то вопросы. Вот так можно сделать. Потом можно о великих физиках рассказать вот таким интересным мультиком. Все любят смотреть мультики. И можно посмотреть о том, какие великие физики
есть. Так, не будем заострять внимание. Так, ну и вот, пожалуйста, тут это уже преподаватель вуза, насколько я понимаю. Вот это интерактивный плакат. Вот эти все меточки, смотрите, вот эта меточка видео, вот эта меточка тоже так. Вот здесь может быть вордовский документик, так? Нет, ну тут у нее. Вот эта ручка показывает, чтобы показать, чем дополнен этот плакат. Почему я люблю плакаты? Нас заставляют, наверное, вас тоже, ну, просят, да? Ну, меня заставлять не надо, мне это удобно. Чтобы мы свои сайты в школе, да, свои классы наполняли какими-то новостями. Чем удобен такой плакат? Если ребенок болеет, а вы разместили всего лишь вот такую картинку, то есть не вот такую длиннющую информацию, а вот на этой картинке, как я уже говорила, презентовала, вы разместили вордовский документ, где написана теория по уроку, тут тест, тут вы разместили презентацию и еще какое-то видео интересное, подобранное на YouTube. Говорить, что на YouTube есть все, нельзя, потому что видео надо фильтровать. Медиаграмотность, сами слышите такой термин, уже все говорят об этом, нужно как учителю подобрать ребенку нужное видео. И поэтому вот этот плакат, просто картинка по теме, становится интерактивным и компактным. Вы его разместили, я как учитель начальной школы покажу вам просто к уроку внеклассного чтения. Ну, простите мне мою направленность, вот урок внеклассного чтения. Вот здесь книги Клоносова. Если кто-то, тут есть и картиночки к ним, и видео к ним, и есть сведения об авторе. Смотрите, ребенок дома, ему не нужно открывать 10 ссылок. Где-то мультик, где-то сведения, кто такой Носов. Можно открыть, посмотреть. Вот это все, вот эти, вот, видите, я нажимаю на ручку, они активны. Видите, сколько ссылок? Здесь и книжечки, вот здесь аудио можно послушать. Вот ребенок зашел, увидел тему и всю информацию увидел на этом плакате. Это я вам показала, для чего применяется. Вот плакат может еще выглядеть вот так. Интерактивный плакат может быть многостраничным. Вот Василишки, да, и здесь и представляют. Можно посмотреть видеофильм о Василишках, можно взглянуть, где на карте находятся Василишки, почитать из истории, посмотреть о школе презентацию. И если я сейчас каждую страничку пролистаю, то вы увидите много-много вот информации учащиеся класса, авторы, так, вот Василишки на карте, и все вот эти значки, вот эти точечки, они все интерактивны, можно сделать вот такую красивую интерактивную презентацию, посмотреть и видео, и вот посмотреть вот здесь вот информацию о нас, о Василишках. То есть вот такой интерактивный плакат. Кто любит переворачивать уроки, вот такие интерактивные листы, созданные учителями. Вот, например, литературно-лирические песни, это из Дятлова учительница делала. Вот такой интерактивный лист, который предполагает и прослушивание, так? А еще предлагает тесты вот такие. Предлагает также дополнить, тут дописать каким-то текстом, вот выбрать, да? Может взять вот такие вот веревочки. Видите, какой хороший? То есть вы, как учитель, дали им свободу действий. Вы можете интересным образом проверить материал, закрепить, возможно, даже представить материал. Я теперь очень часто слышу, что интерактивный лист – домашнее задание. Скажите, если домашним заданием будет не скучный параграф, а вот эти задания к параграфу, а чтобы их выполнить, нужно что сделать? Где-то эту информацию добыть. Чтобы ВКонтакте сделать, как я говорила, Пугачеву страничку, Гриневу страничку, что нужно было сделать? Найти, прочитать, где он родился, чем он увлекался. Нужно было читать? Чтобы ответить на эти вопросы, нужно прочитать тему. Нужно. Так смотрите, каким мы интересным. Мы не можем работать по-старому, мы можем работать только по-новому и увлекать своим предметом. Если я предложу вот такой способ, они будут по одному в доске вызывать, пересказывать параграф. Правда? И в тот момент вы получите сразу же результат. Конечно, я недавно читала, не недавно, где-то год назад в «Звезде», Инга Тихоновецкая, очень хорошая ученица из Минска, когда она со смартфоном у первоклашек ходит и проверяет. Я, конечно, очень рада за нее, но я хотела сказать, что в 2011 году нам подарили нетбук, я уже говорила, и у нас стоит программа Classroom Management. Я очень хочу, чтобы у каждого учителя была такая возможность. Когда я рассылаю нажатием одной кнопочки «Разослала тест»,
тикают часики, дети отвечают на вопросы. Потом я нажала вторую кнопочку, дети получили отметки и увидели, где у них ошибки. Я никуда не пошла, смартфоном не водила, ничего не делала. И причем я могу распечатать результаты теста, увидеть ошибки, проанализировать и знать, где кому что поработать. Классная программа, здорово, и нельзя говорить, что компьютер это вредно. Это хорошо в некоторых умеренных таких рамках. Я свои компьютеры со шкафа достаю раз в месяц, раз в неделю, когда это нужно, не каждый день. Они не нужны каждый день. Говорить, что дети аборигены, тоже нельзя. Наши дети клавишники. У них есть компьютеры, у них есть смартфоны. Но они их используют не по назначению. Они могут там писать, грамотно сформулировать мысли. Написать «спасибо» сокращенно СПС – это не верх. Почему убедилась, когда вела у своих детей программирование Scratch, в 5-6 продолжала, то мы легко создавали папки и все остальное. Но когда пришли дети с других классов, говорю, создадим папочку, подпишем ее. Они не умеют подписать ни папку, ни создать ее и ничего сделать. Какие же нет аборигены компьютеры? Старшеклассники Гугла не знают, абсолютно. А учителя знают Не Google? знают. А учителя информатики не знают Гугла. Так, Не знают. Так, а сейчас я вам покажу. А сейчас я вам покажу, где это все взять. Самое главное. Переходим к самому главному. Я сначала рассказала о визуализации, я вам показала примеры работ, а сейчас я расскажу, где этому научиться. Причем, как я сегодня обронила такую простую, возьмите чай и котлетку, сядьте за компьютер. Если у вас есть 15 минут, учитесь 15 минут, на завтра учитесь 10 минут, учитесь хоть месяц, и когда вам удобно. Это дистанционный курс. Называется он тоже визуализация. Так, первая часть, он в 2 частях пока, потому что я планирую создать 3-ю часть. Учиться в нем легко. Вот здесь вы можете прочитать, что такое визуализация, посмотреть смешной ролик. Я его не буду показывать, чтобы не тратить время. Так? Почитать, чему будем учиться. Посмотреть, что этот курс бесплатный, в любое время, что доступ круглосуточно. Вы получаете сертификат. Сейчас покажу, какие сертификаты, я их специально открыла. С печатью вот такой красивой. Их 2. Так, сейчас, второй уже закрылся, ладно. И посмотреть, чему вы в этом курсе. Вы познакомитесь с интерактивными плакатами, инфографикой и анимированным видео. Какие требования? Можете посмотреть, подходите вы или нет. Почитать. Обратить внимание на что. И, то есть тут рассказано, как учиться. Контакты, если нужно задать вопрос. И зарегистрироваться на курс. То есть вы регистрируетесь и можете проходить обучение. То есть вы в любое удобное для вас время просто учитесь. Курс запустился 3 раза, и за 3 раза обучились 116 человек. И получили сертификаты. Это только вот, когда мы организованы, это я одна провожу бесплатно, просто проверяю работу, даю консультации. Запустили 1 раз, там, например, 40 человек или 52, и 3 раза обучились, где-то по 40 человек, обучились и получили сертификаты. Не значит, что все заканчивают, нет. Так, помогала мне Марина Орешко, это ее идея, я прошла курс у нее, и мы перебросили идею на нас. Вот модуль 1. Все доступно, вы можете посмотреть, это интерактивный плакат. Если нажмете кнопочку «Задание», перейдете к заданию и будете читать, выполнять. Здесь есть инструкция по работе, очень подробная инструкция работы в сервисе, есть примеры работ интерактивного плаката, очень отмечено из прошлых, там, например, комментарии, или видно было мне как преподавателю, где были ошибки, как добавить текст, как добавить изображение, как взять ссылочку, вот была такая проблема, как взять ссылочку, кто не информатик. Вот. Здесь вы можете посмотреть, кто любит посложнее, взять сервис посложнее. Инструкции все можно распечатать, они на гугловском документе вы можете себе сохранить, можете распечатать. Не предъявляйте, пожалуйста, претензии никому, что ваша устарела, она не устарела. Google меняется каждую неделю, интерфейс. То же самое, я не могу каждую неделю менять, потому что интерфейс меняется. Иногда очень классные, клевые сервисы Web 2.0 становятся платными, потому что они хорошие. Simple был когда-то бесплатный, я создала там, наверное, 40 тестов. Теперь там можно бесплатно только 3 создать. Все меняется, поэтому вот эту инструкцию можно распечатать и можно ее
использовать. Учиться будет несложно. Вы можете потом посмотреть еще полезные материалы, так? И в дорожной карте разместить. Вот если вы посмотрите, как выглядит дорожная карта, то это обыкновенная гугловская таблица, когда мы говорим, что учителя. Вот зеленым цветом работа выполнена. Вы просто вносите свою фамилию в табличку, внесли фамилию, разместили ссылочку. Если я ее проверяю, если все хорошо, вы можете задать мне вопрос, я отвечу, проконсультирую, если у вас что-то не получается. Вот желтым цветом это когда проблемы. В каждой работе есть комментарии, можно почитать комментарии на каждую работу, причем не только мои, и других этих студентов. Это дорожная карта. Во втором модуле, сейчас перейдем во второй модуль, вы познакомитесь с инфографикой. Так, здесь тоже есть задание. Вы можете посмотреть, что такое инфографика, посмотреть, где видео, где инфографика, вот примеры инфографики, посмотреть полезные материалы и тоже познакомиться с сервисом, скачать инструкцию и посмотреть примеры. То есть все, что нужно для обучения. Теория есть, наглядность есть презентации, есть видеоуроки и есть примеры работ. Чтобы этот курс не прошел зря, мы все работы собрали в галерее. Вы можете не учиться на курсе, если вы ленивы или у вас нет времени. Вы можете зайти в галерею, вот смотрите, вы нажимаете «Галерея», и посмотреть работы, предоставленные участниками. Вот вам нужен интерактивный плакат. Вы открываете документ и смотрите, сколько здесь работ сделано. Я их все сама не делала, это делали студенты. Вот они предоставили. И вы можете по теме уже знать, кто англичанин, очень много работ на английский язык, на литературу, старшеклассники. Вот, пожалуйста, вы выбираете любую работу и используете в своей работе. Не обязательно можно учиться, можно так вот пассивно применять визуализацию у себя на уроках. Чтобы время не тратить, я показала вам 3 модуля, вы можете выбрать, можете почитать отзывы. Так, это уже курс закончился, когда... Вот вы можете почитать, заполнить отзывы сами, посмотреть ответы, можете, кому проще, повесить стикер. Отзывы хорошие, ничего не скажу, все оценили на 9, 10 мужчин 1 на 8, сказал, что мало ему было. Ему было мало, надо было чуть больше. Вторая часть, да, мало было, сказал, скучно, что ты, сделал инфографику, там это... А еще что-нибудь, я говорю, приходите к видео. Интерактивное видео, вот это то, когда мы видео делаем более интересным. Это вторая часть. Здесь тоже вы посмотрите такую рекламку интересную, да? Прочитаете, какие задачи мы решаем в этом курсе, что мы хотим, чему мы хотим, вот ожидания. С чем мы познакомимся, конечно же, цели ставим, для кого этот курс, так? И потом смотрим план работы, с чем мы знакомимся. В первом модуле вы познакомитесь с сервисами, я вам предложу несколько сервисов, там не один сервис, что очень хорошо. Видео с аннотациями, когда вы смотрите видео, покажу сейчас один пример, и тут попутно выскакивает какой-то вордовский документик, вот вы смотрите видео, а вы понимаете, что информации в этом видео очень-очень мало, и его нужно чем-то дополнить. Поэтому появляются аннотации и пояснения. Видео с опросами, которые я вам показывала, с тестами. Ну и третий модуль, сейчас выключим Avast. Это квесты. Знаете, что это такое? Так вот, есть такой страшный сервис. Есть видео с возможностью выбора сюжета. Когда вы смотрите видео и вас спрашивают, куда вы пойдете? Вы нажимаете кнопочку, что пойдете туда, у вас один сюжет. А когда вы нажимаете, выбираете другую кнопочку, вы уходите в другой сюжет. То есть вы можете быть там принцессой, вы можете быть там геймификацией. Знаете такой термин? И графикация, россияне не умеют взять чужие термины и назвать варенье джемом, а мы используем гостиницу с мотелем. Вот, поэтому вы можете зарегистрироваться на курс и сделать замечание. Ну и давайте посмотрим первый модуль. Что же в первом модуле? Как он выглядит в этой части немножко не так, как визуализация. Здесь вам задание. Вот первое. Я как начального класса люблю пошагово, чтобы понятненько было. А не как в Moodle. Я сама путаюсь, куда мне пойти, где я была. Первое. Делайте первый шаг, знакомитесь с сервисом. Второе. Выберите один из предложенных сервисов. И третье. Разместите в дорожную карту. Что ж не учиться с котлеткой-то, а? Вот, пожалуйста, 3
4 сервиса в этом модуле, и мы предлагаем вам на выбор, вот, пожалуйста. Уровень сложности очень простой. Вы можете посмотреть примеры работ, если вас это устраивает, вы переходите к этому сервису. Ну, давайте посмотрим, тоже пошаговые инструкции не буду открывать, она такая же. Вот Мурманская область. Например, открываем такое видео, это у россиян. Скорость, вот смотрите. Ученик мало того, что смотрит видео сопровождается аннотациями и пояснениями. Если, например, ему было непонятно вот именно эта часть, он включает и будет смотреть именно эту часть. То есть перепрыгивает. Вот это пояснение прочитал и повторил, где на видео. Вот такой вид. Такое пояснение может быть. Может быть немножко другое. В другом сервисе сейчас посмотрим. Может быть пояснение... Так, этот не откроется, его скачивать надо. Вот Синклинг давайте. Полярный амурский тигр. Вот я говорила, показываю иногда студентам. Когда мы смотрим видео, идет видеоурок. Включим его. Так. Сейчас подсветим, чтобы быстрее было. Вот смотрите, видите, выскочил вордовский документ, который... 700 килограмм. Это совершенно удивительно красивое животное. Так, вот, смотрите. Видите, я остановила, и вот карта появилась, и дополнено видео. То есть вот этих 5 минут про тигра, что он там вот такой красивый, грациозный, весит столько-то мало, мы еще разместили карту, потому что в этом видео его не было. Правда, здорово, когда такое видео можно сделать еще более таким доступным. Ну, вот таким образом построен курс. Можно задать вопросы, и можно еще скачать какие-то, получить дополнительные ссылки. То же самое в модуле 2, только здесь гораздо больше сервисов. Вот они все. Вот даже Google форма может быть интерактивным листом, кто пользуется. И вот эти все сервисы интересные, вот что я показывала, вот эти ленточки перетягивать, Edpuzzle. Ну, Learning Apps, наверное, все уже знают, шикарный сервис, правда? Вот. Вы попробуйте, почитаете. То есть вот, времени очень мало, чтобы вам подробненько каждый сервис показать, рассказать. А еще здорово было бы на компьютере попробовать, правда, его сделать, как мы со студентами начального класса девочки делали мультики классные. Я мультики эти не показала вам. Я сейчас покажу. На главной странице мы учились делать вот такие вот мультики. Вот это реклама, конечно, курса, но вот этот мультик делается за 2 минуты. Вот этот человечек будет так тащить что-то, будет что-то делать, печатать. Есть такой сервис Битабля. Вот это такие шикарные мультики для детей, для уроков вы можете создавать буквально 2 минуты. Там есть основа, где вы пишете свои слова, потом нажимаете кнопочки, он закачивается на YouTube. Весело, задорно. Весело, задорно, вот эта реклама, мультики. И эти мультики в 3 модуле, пожалуйста, вы можете посмотреть и создавать свои мультфильмы. Такие уроки. Он бесплатный. Понимаете? Бесплатно. Если вы хотите без наклейки, да, говорят, бесплатно свои мультфильмы. Ну, понимаете, этот курс сделан на Тильде, да, вот этот курс сделан на Тильде. Почему я выбрала лендинги? Потому что я как преподаватель с 2011 года вижу студентов в ИРО, когда понимаю, что не все продвинутые, и когда мы уходим куда-то со странички, это путает людей. И как учитель начальной школы понимаю, что информация должна быть на одном. Это вот лендинг, да, вот Тильда. Он есть бесплатный, вот эта версия бесплатная. Вам мало? По-моему, достаточно. Перенасытить курс, перенасытить вам много дать информации не надо, что есть лишнее нехорошо. Вас кормить красной икрой, вы взвоите, скажете, дайте хлеба, правда? Поэтому я и говорю, что вы немножко, вот этот курс на Тильде, есть видео, есть инструкции, есть примеры. А когда вы посмотрите галерею работ, вы поймете, где учителя видят применение сервиса на уроке. Галерея носит еще и такую обучающую. Возможно, вам фильм сам не подойдет, но вы уловите идею, где применить этот фильм у себя на уроке. Видите, великий физиков рассказал так. Сказку о частях речи рассказал, о составе слова, там, части слова рассказал так. Поэтому все учителя фантазеры, великие фантазеры, поэтому вы можете научиться. Вот этот курс в 2 частях. 3-я часть прогнозируется, она будет
По 3D фото я обучилась в Баданово, и мне это нравится, когда у коллег учусь, делюсь опытом совершенно безвозмездно, то есть даром, бесплатно создаю такие курсы, хочу, чтобы учителя все это знали. Как делать 3D-фотографию? Очень это здорово. Вот смотрите, моя школа, буквально секунду, понимаю, что у меня осталось 3 минуты. Вот смотрите, внизу моя школа, это 3D-фотография. Я не думаю, что просто... Вот ее делаешь вот так вот. 1, 2, 3, 4. Загоняешь в сервис, и она вот такая красивая. Точно так же делается видеопанорама. Поэтому вот этому я хочу. Видеопанорама, когда ты выходишь, я живу на берегу озера, и я так поворачиваюсь, сделала видео, чуть не упала, голова закружилась. Но в сервис загнала, и у меня такой мышкой водишь, хочешь там озеро, хочешь там лесок, хочешь там стадион увидишь. Ну вот это же здорово, когда учитель умеет информатику, как я говорю, не надо прописывать фреймы, а можно просто сказать, как озерники. Вот. Что в заключение хочу сказать. Делайте свои уроки интересными. Вот, правда, я мать 3 детей, и у меня 25 и 23, сейчас в 9. Поэтому я вижу разницу, как учились те, как училась я, как учится сейчас. И когда ребенок приходит, любит один предмет, не любит второй, потому что там скучно, вот. Я просто как учитель хочу вам сказать, что и как мама, что делайте уроки интересными хотя бы раз в месяц. Раз в месяц смешайте обучение, сделайте ротацию станции, проведите групповую работу. Раз в месяц переверните обучение, еще что-то придумайте. Будет весело вам, дети будут ждать того дня в месяц, где вы будете что-то творить. Ну и напоследок хочу сказать одно, что вся жизнь игра, да? И мы с вами жонглируем, манипулируем мячиками, шариками, но эти шары хрустальные. Семья, здоровье, друзья. И только работа шар резиновый. Спасибо. Жанна, вы большая молодец, большое спасибо, что вы это делаете. Тем более, это бесплатно, поверьте. Это бесплатно. Я знаю, что курсы по смешанному обучению, которые я прошла у россиян, у Афонина и Брыксина, чтобы сравнить, вот Самары, а у нас они стоят 90 рублей. Я как учитель не могу себе 90 рублей. А вы подумайте. Скажите, чуть-чуть попозже. Я говорила, вот вы, наверное, опоздали, я когда-то тащила ноутбук в класс, мы садились по кругу, а потом я мечтала, хоть бы у каждого был нетбук. Нам подарили нетбуки, мы дали интернет, но мы не знали, что с ними делать. Поверьте, если вам кинут 20 нетбуков в интернет, вы не будете знать, что делать. И вот с 2011 года мы 3 года были в эксперименте, фантазировали, изучали сервисы. Они такие шикарные сервисы, вот 2.0. Правда. Это в республиканском? Да, это был эксперимент парка высоких технологий, да. Был хороший эксперимент, 5 лет, потом был инновации, 2 года, 5 лет. Это здорово, интересно, мечты сбываются, я очень хотела, потом еще у министра попросила 11, думаю, надо было 20, я придется. Вот, это очень интересно. Вы учились где-то, да? Нет, я самоучка. Я самоучка, мне это интересно, у меня много блогов. Вообще, если я веду факультатив, я создаю блог по факультативу. Если я веду, вот у меня вот это мои блоги, школа интеллекта у меня для началки есть, вместе весело шагать, проекты, я загоняю проекты на блоге. Блог это круто, потому что он легкий, понимаете? Блог круто, потому что он легкий. Если я веду кружок и факультатив, я загоняю блог, потому что здесь вот это скретч, мы тоже 2 года были, вот. Я загоняю сюда весь материал, потому что ребенку проще открыть одну ссылку и найти все здесь. Он не видит рекламу животиков, грудей и прочего целлюлита. Потому что в блоге нет рекламы. Это круто, особенно для 5 класса Scratch. Здесь есть примеры, видеоуроки, учебники. Все в одном месте. Это удобно. А в блоге я вот на курсах веду, блогом учу. А если вы зайдете в ресурсный центр, кстати, я руководитель областного ресурсного центра, ссылочка, вот она, ресурсный центр, то вот тут вот справа вы можете научиться, здравствуй, компьютер, вам покажет, что такое мышка и системный блок. Вот здесь вот лекции есть по Word, Paint, Google, кто не знаком с Google, как создать аккаунт, как создать анкетку. Разбираем интернет, мы учим, что алкоголь плохо, мы учим, что курить нельзя, а интернет опасно. А вот здесь еще есть внизу, позволю себе рекламу, внизу есть очень хороший медийный курс, много здесь хорошей информации. Вот мультимедийный курс по безопасности, когда ты выбираешь 3 уровня.
и не вы будете говорить, ваш голос уже, иногда нужно менять, чтобы это были... Вот, пожалуйста, опуститесь ниже, и вместо вас девочка Маша, вот для началки, для среднего и для продвинутого. Здесь игры, здесь все. Мы должны учить безопасности в интернете. И если вы посмотрите, то тут очень... Вот странички погуляете, посмотрите, дети в интернете, есть медиатека «Хочу все знать» для начальной школы. Я уже говорила, если вы занимаетесь с отличниками, может быть, там не самые лучшие материалы, потому что уже было это в 2011-2012 году. Поверьте, что я их оставила как есть. Но материалы до сих пор полезные там имеются. Есть ЭСО для урока, не думайте, что это для началки, ЭСО для урока любого класса. Вот, биология, география, может быть, оно уже и устарело, я не буду говорить. И страничку новости можно посмотреть, потому что на новости, интересные новости, которые россияне, коллеги, делятся, вы можете тоже тут посмотреть. Кто хочет создать блог, есть страничка блог, вы можете посмотреть для кого. Вы можете посмотреть, где можно блог, блог-урок, блог-портфолио, еще какой-то блог можно создать. Онлайн-прописи для детей я использую, когда мне нужно покупать дорогущие книги, например, а можно создать карточку и распечатать. Примеры, которые мы по математике, например, это больше, наверное, для начальной школы, примеры, которые мы по математике, вот здесь вот и полезные ссылки вот есть, почемучки. То есть, здесь нужно поиграть, погулять, походить, побродить. Блог — это такая своеобразная шкатулка, когда ты... там полезная ссылка, там, но оно все теряется и забывается. Если вы в закладке ставите, то у меня их вот такой список, тогда я беру этот материал, где-то в блоге его собираю, и это полезно. Вот визуализация, это пошло от того, что я поучилась у россиян, и мне показалось, что эти уроки интересные. Учитель должен быть фасилитатором, направлять. Вот. А когда прошла у Светланы, спасибо большое, она была моим куратором, активную оценку, я поняла, что вот это правда, вот эти уроки в сочетании с активной оценкой, они интересные, и тогда дети бегут, они тогда делают, и тогда вот даже посмотрев на конференцию, я вам хочу сказать, что вот надо и в классе неформальную установку. Они у меня на ковре валяются в группе. Сидят на ковре, им так удобно. Вот. Они там, лишь в чем цель, что им интересно. Когда они уходят с урока, мы задаем, и дома говорят, а что ты интересного узнал? И очень здорово, когда они дома рассказывают, что они узнали, они что получили. Понимаете, это, наверное, самое дорогого стоит, а мы должны быть, и нам же интересно. Нам же тоже интересно. А это не тяжело, знаете почему? Потому что вы с интересом это делаете, а потом еще вы его можете применить несколько раз. Если вы учите географии, то эта тема будет на следующий год. Нам тяжелее, нам через 4 только будет, а вам проще, у вас будет на следующий год. Все, спасибо. Я очень